Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем проект «Великие люди из Сарарки», и сегодня наш сюжет посвящен выдающейся исторической личности периода становления единого государства казахов, успешному дипломату и оратору Казбек-би Келдибек-улы. Сохранившиеся устные народные предания, образцы ораторских творений Казбека свидетельствуют о том, что он был глубоко образованным человеком своего времени, прекрасно знавшим народный фольклор, традиции, обычаи, законы предков. Он был мудрым и справедливым бием, смелым и отважным батыром. Казбек-би жил в трудное время, когда казахскую землю раздирали многочисленные междоусобные распри ханов и султанов, а воинственные соседи стремились овладеть казахскими степями. Молодой Казбек снискал славу искусного оратора и отважного воина. Народные предания повествуют, что уже в 14 лет он в составе посольства Тауке-хана вместе с другими казахскими батырами ездил к джунгарскому хунтайджи Цеван-Рабдану, где благодаря его смелости и ораторскому искусству казахским послам удалось добиться мира и вернуть казахам угнанные джунгарами скот и имущество. Джунгарский правитель, пораженный мужеством и красотой речи молодого посла, прозвал его Хас-даусты Казбек-би, что являлось высокой оценкой ораторского мастерства. После этого Казбек еще дважды ездил от имени Тауке-хана к восточным соседям и достойно отстаивал интересы Тауке-хана. По поручению хана Тауке вместе с Толебе-бием от старшего жуза, Айтеке-бием от младшего жуза участвовал в создании свода законов Тауке-хана Жеты-Жаргы. Велика историческая роль Казбека-би как активного сторонника объединения казахов в централизованное государство. Он не уставал призывать к преодолению межродовых противостояний, а также к мирным взаимоотношениям с соседними народами. Казбек-би участвовал в переговорах с джунгарским хунтайджи Галдан-Цереном, захватившим в плен султана Абылая. Благодаря посредничеству Казбека Абылая вызвали из плена, а казахам были возвращены города, захваченных джунгарами. Умер Казбек-би в глубокой старости в 97 лет, похоронен в Туркестане. Великие люди Сарарки, в том числе и Казбек-би, оставили глубокий след в истории страны. В новых исторических условиях страна хранит память о своих соотечественниках. Имя Казбека-би носят улицы и районы крупных городов. К памятникам, воздвигнутым в его честь, приносят цветы. Память о деятельности предков помогает осмыслить свои истоки, влияет на формирование общественного сознания нашего народа. Образ великого дипломата и оратора Казбек-би отражен в картинах, которые хранятся в фондах Карагандинского областного музея изобразительного искусства. Мудрый и проницательный взгляд великой личности сумел передать талантливый живописец Абдумалик Абдукадырович Бухарбаев в репродукции картины Казбек-би. На портрете Казбек-би спокоен, он размышляет о судьбе народа. Художник Назаркул Аманат представляет картину Казбек-би «Кара Халде как Жарган» из серии «Улы дала кардиограммасы». Работа выполнена в технике офсетная графика. Художник Рахманов Адиль Сабденович известен как книжный иллюстратор и один из лучших в стране графиков. Он жил и работал в городе Алматы. Вашему вниманию представлена линогравюра к иллюстрации сборника «Бözенген». Автор отобразил казахских батыров, готовых к схватке. На скаку они демонстрируют чудеса владения луком, ведь именно храбрость и единство народа привели к победе в казахско-джунгарском противостоянии. Психологическая достоверность образа и умение проявить важные детали характерны для художника Жаксыбай Халякпара. Особенно это видно в картине Казбек-би, которую художник нарисовал в технике пастель. У Казбек-би как-то спросили, что дороже всего, на что мудрец ответил: «Дорога Родина, твое золотое гнездо, дорог твой благословенный дед, дорога твоя заботливая мать,
Дорога твоя добрая бабушка, дорог твой уважаемый отец. Дорога твоя страна, дорога совесть, дорога супруга, которая тебя любит.